столетии Ильисом Миниахметовичем была придумана скульптура медведя с челяком. Мы вышли на улицу города, чтобы узнать, помнят ли жители столицы эту скульптуру. Вам знакома вот эта скульптура? Да, я ее видел в детстве. Конечно, с детства. Вы знаете, как называется? Ну, знать не знаю, я не задумывалась. У нас она как копилочка была дома. Конечно. Башкирский мёстр. Да, вот эта скульптура. Со времен детства такое есть. Да. Да. Он даже ностальгические чувства вызывает, потому что такая именно, примерно похожая на то, что я когда маленький. У бабушки стоит скульптура. Да, я знаю эту скульптуру. Да, есть. У меня до сих пор стоит, но у меня, правда, без бочки, но медведь есть. У вас есть, да? Да. А вы знаете автора этой скульптуры? Нет. Нет. Все детство смотрел, я не знаю. Ну, я маленькая была, вообще не вникала. Вот в каждом доме, я думаю, в каждой семье вот эта композиция была как сувенир. Все друг другу ее дарили. К сожалению, нет. Это автор Илис Миниахметович. Удивительный, очень хороший, отзывчивый, великолепный человек. И огромный привет ему. Я ему желаю здоровья и только долголетия. Спасибо. Нет, к сожалению, не знаю. А кто автор? Автором является Юмалетдинов Ильис Миниахметович. Его выставка сейчас проходит в Национальном музее. Вы можете зайти посмотреть. В 1962 году Ильис Миниахметович придумал одну из самых своих узнаваемых работ. Это скульптуру медведя с челяком или с бочонком меда. Эта работа была удостоена всевозможных наград, в том числе золотой медалью во Всемирном конгрессе пчеловодов в Монреале, в Канаде. Ильис Миниахметович, как вам пришла идея вот такой скульптуры? Столяр, который делал ули из капокорня и медвежонок. Когда я такую композицию увидел, я решил вместо ули сделать бочонком с медом, значит, медведя. И вот я начал делать эскизы, потом вылепил из пластилина медведя и начал резать без обработки шерсти, просто так гладкий такой медведь. А в то время артели смычка, тогда еще было, и я организовал группу резчиков, мужчин. И вот мы топором зарубки делали, и потом резали медведя с бочонком. Ну и так потихонечку пошло производство. Потом, значит, в Уфе купили копировальный станок, привезли, и модель медведя начали через копировальный станок пропускать. Вот уже остается только дорезать образ медведя. И вот так вот и потихонечку начали даже женщины увлекаться резьбой. И так вот пошло уже и массовое производство в продажу, и даже на экспорт, и на выставке уже участвовал этот медведь. Всемирный конгресс пчеловодов Монреаль, Канаду. И там вот, как говорится, жюри оценило эту скульптуру, присвоили золотую медаль. Ну и вот так вот, как говорится, образ до сих пор вот так существует в домах, вот, и радуются этим сувенирам. Да, Ильис Миниахметович, в советские времена, наверное, не было ни одной башкирской семьи, где бы на самом почетном месте в серванте не стоял вот такой медведь с бочонком. Да, это
Я уже говорю, когда я бываю в некоторых семьях и друзей, и знакомых, и прочее, конечно, я вижу свой этот сувенир и, как говорится, радуюсь, что это, как говорится, любовь привита уже вот массово. А почему вы выбрали работу именно с деревом? Ну, дерево, как говорится, это уникальное у нас в республике древесина, это липа, которая очень легко поддается обработке и как столярному такому производству, мебели и прочее, вот. Ну и для резьбы, вот. Поэтому я, конечно, с любовью этот материал использовал в своей творческой работе. Ильис Миахметович, а у вас есть любимая работа? Любимая работа – это все, что вот так я смог, как говорится, выполнить в материале. Вот. И я вот так все воплощал свои идеи, свои замыслы, как говорится, в произведении декоративно-прикладного искусства. Ну, любимые, конечно, я вот так и точеные, из ильма, вяза, в основном, вот, которая текстура очень богата своим природным таким рисунком, только после точки дается тонировка масляными такими красками, которые фактура древесины выявляется уже выявляет свою красоту. Вот. Но остальное, конечно, это такие, как говорится, утвари, которые я делал вот, после поездок по районам республики, вот, Ваймарске, Зилаинске, Обзелинске и многие-многие бурзянские районы, где я, как говорится, видел народных мастеров и их работ, как дома, так и вот, в музеях, на местах. Поэтому я делал очень много зарисовок, эскизов, ну и литературу, которая наша Академия наук, как Кузеев, Шитова, выпускали литературу с таким, как говорится, древними фотографиями и прочее. И я вот так воспринял все это и начал разработку своих образов ковшей, вот, и так, как говорится, используя как растительные материалы, вернее, растительные рисунки, вот, и животных и прочее, чтобы это утилитарное такое назначение ковшей было, вот, и для питья, и держать ручку, вот, и вешать. Поэтому они все, как говорится, разнообразные по своему замыслу и виду такому творчеству. Ильис Миахметович, вы долгие годы проработали в художественном объединении «Агидель». 32 года своей жизни, творческой жизни отдали именно этому предприятию.
Скажите, пожалуйста, а вы всегда занимались только творчеством или какие-то госзадания тоже приходилось выполнять? Ну, в основном я, конечно, делал. 14 лет я в Бирской фабрике художественных изделий работал. Вот, фабрику это, как говорится, сделали филиалом Агидели. Вот, и, как говорится, ну, в основном весь упор моего творчества, конечно, было в Бирской фабрике художественных изделий. Это новые формы, и бочонки для меда, и изделия скалопорные, вот, и резьбы по дереву, кроме, как говорится, мишек. И, вот. Ну и, в общем, вот так вот, как говорится, администрация, конечно, мое, тем более я в 1968 году поступил в Нижнетагильский пединститут отделения худграф. Вот в 1973 году закончил. Поэтому, ну, мое мастерство, конечно, еще больше вот, признания получило. И Министерство Республики меня пригласили и переводом забрали художественное объединение «Агидель». Вот. Ну, я сначала художником работал, вот, как специалист, а потом уже зам главного художника, ну и в конце уже и главного художника. Я, конечно, очень много сил и творчества приложил, конечно, художественному уже объединению «Агидель», которое изготавливало и бочонки для коммуса, там, с кранчиками, даже правительство республики, вернее, правительство Москвы даже, вот, брали эти изделия для подарков и прочее. Ну и, в общем, я вот так сказать, участвовал во многих выставках республиканских, вот, и мне вот так в 1977 году присвоили заслуженного художника республики, вот, а в 1985 году и лауреата премии Салавата Юлаева. Вот. Поэтому я, конечно, был и в Москве, и в ВДНХ участвовал, и в других выставках, и зарубежных, вот, как в Ираке, вот наша башкирская экспозиция была, вот, и на Липской ярмарке ГДР, вот, в 1982 году. Поэтому все это очень, как говорится, ну, оценили, как говорится, мое мастерство, где я мог всегда на выставках показывать мастер-класс своего так, творчества. Вот. И многие при этом дарили и Хонекеру, и другим, как говорится, государственным деятелям. Вот. Ну и в 1979 году, работая еще в Агиделе, меня, значит, вот так рекомендовали вот так, в качестве тоже мастера на выставку, передвижную выставку в Соединенные Штаты Америки «Спорт в СССР», где я, конечно, тоже вот так, как мастер, вот, резчик, я должен был резать олимпийские мишки. Вот. И при этом я, конечно, пароход там ушел, и я со самолетом сколько мог привез липу,
для резьбы мишек. Вот. И потом, когда кончились, и мне, значит, американскую древесину привезли. Ну-ка, американская древесина отличается от башкирской древесины? Ну, конечно, более-менее твердые, там липы нету. Вот, нету. Ильис Ниахметович, вы вырезаете очень красивый ижал. Расскажите, пожалуйста, откуда вы берете вдохновение, чтобы вырезать вот такие разнообразные ручки? Во-первых, с домовой резьбы вот такие некоторые элементы, вот вязи, вот такие переплетения, и от вышивки и прочее, вот создаешь такой образ уже, это, сохраняя традицию, как говорится, народного башкирского такого варианта эпоса. Вот. Ну и поэтому и голова, значит, и птиц и прочее, да, вот. Поэтому, когда берешь вот так за ручку и прочее, да, и начинается это, ну, держать, и чтобы удобно было пить. И я вот так, то ли в Зеленском районе был фестиваль и прочее, да, и я вот так тоже выставку небольшую там делал. И вот тогда наш великий ученый подошел и вот так, кымыс, как говорится, были вот так в продаже и прочее. Я взял этот кымыс, налил и преподнес, чтобы он угостился вот этим сыром кумыс. Поэтому похвалы, конечно, было сполна после этого. Ильис Ниахметович, если бы вы не стали резчиком по дереву, кем вы мечтали стать в детстве? Я единственное, после 7 класса хотел быть летчиком. Вот. Ну, простудился на деме. Вот. Я на коньках, на лыжах зимой тем более катался. Вот. Ну, летчиком, как говорится, не суждено было. Я уже в Ворошиловградское училище летное написал письмо, прислали условия приема и прочее, даже вот так вот. Я уже был в таком вдохновении, вот. Ну, как говорится, мечта моя не сбылась. Я лежал на небо, любуюсь, как шлейф самолета уходит в небеса. Вот. И я все равно, как говорится, душа моя летает там вместе с летчиком. Ильис Ниахметович, вы полны сил, до сих пор работаете, до сих пор вырезаете. Какие у вас творческие планы на будущее? На будущее много планов, много и заготовок очень много пока. Вот так вот. Единственный союз художников дали ну, закуток мастерскую, вот, где я, ну, как говорится, не могу так громко стучать топором, вот так болванки и прочее, да, вот. Поэтому и хотелось, конечно, большие скульптурки делать, даже олимпийскую мишку, вот, большую. Ну, пока вот так это, я не могу вот так. Ну, конечно, я
хотел бы вот так 450-летие тоже я мэру хотел вот так пытался познакомиться, носил работы, вот показать 450-летие. Ну, буду готовиться в будущем к этой выставке. Вот. Потому что Башкирия богата традициями, историей. И чтобы вот так были уникальные, как говорится, произведения и подарки. Ильис Миахметович, мы тут видим детские рисунки. Что про них можете сказать? Можно сказать, конечно, очень много. И вот в 2006 году я так разработал проект вот этого конкурса детских вот так рисунков, вот, графику и прочее. И назвал вот так «Малая Родина», вот, малая земля Давлекановская, она очень богата и Ослыкулем, и Демой, и своей уникальной природой. Вот. Ну и там 30 школ, вот так в районе. И дети очень разные, развитые. Некоторые ходят в школу искусств. Вот. Учредили через каждые 2 года проводить вот эти конкурсы. Где-то вот в конце апреля, например. Ну и в общем, и вот так последний конкурс вот так получился даже где-то 540 работ. 540 работ. Ну, я, конечно, вот так радуюсь, и они изображают всю свою бытовую, как говорится, обстановку, и пожилых, и, как говорится, фольклорное и прочее. Вот, ну, интересную тематику разрабатывают дети, поэтому я, конечно, вот так, как говорится, учредил выставки учителя-ученики, вот так со своими студентами, ну и брал работы, вот такие детские работы тоже на эти выставки. Поэтому и хотел, конечно, специально даже выставку сделать вот это конкурсных работ, вот так, галереи Урал или на революционной выставочном зале. Поэтому радости, конечно, было сполна. Я горжусь, конечно, своими талантливыми детьми, своей малой родиной. Ильис Миахметович, спасибо вам большое за беседу нашу. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья. Почаще приходите к нам в музей, в гости. Мы вас всегда рады видеть. Спасибо большое.